Маршал Дума Серга, приветствую всех на своем канале. Сегодня хотелось бы вспомнить тех самых типично грозненских парней, настоящих джигитов с утонченными манерами, со здоровым чувством юмора, опрятным и современным внешним видом, которыми были когда-то наши грозненские парни. Ведь сегодня кажется, что они стали редкостью, и какой-то совсем новый вид в основном занял их место. К сожалению, мало видео, мало фотографий тех времен. В основном частные фото мы видим тут и там, но чтобы их собрать воедино, сделать цельную картину — это трудоемкий процесс, не так-то просто. Однако есть известные личности тех времен, которые прекрасно иллюстрируют среднестатистического грозненского парня ушедшей эпохи. Именно о них в основном мы будем сегодня говорить. Золотой голос группы «Зама». Когда я впервые услышала его в песне «Дагмара», то была под таким впечатлением. Я подумала, ах, вот оказывается, как красиво может звучать наш чеченский язык, а в других песнях чеченский вперемешку с ингушским. В любом случае, наши вайнахские языки, они действительно очень красивые, если их правильно использовать в правильных руках. Мне всегда нравились песни на обоих этих языках. Есть один трек, «Безом» называется, в исполнении Башира Месигова, автор музыки Али Димаев, слова на основе стихотворения Саида Чехкиева. Так вот, эта песня, она не уступает мировым рок-балладам. И подумать только, как бы наш народ мог развиться, быть талантливым, если бы дали такую возможность, если бы нас оставили в покое. А теперь давайте почитаем официальную информацию об этом талантливом человеке. Башир Месигов — один из отцов-основателей легендарной группы «Зама». Башир был прекрасным певцом, очень одаренным гитаристом, беспредельно любящим вайнахскую эстрадную музыку. Пропал без вести во время военных действий в Чечне. В дни штурма Грозного в 1995 году. Несмотря на уговоры своих товарищей, он пошел проведать друга чеченца, который жил в районе памятника дружбы народов, и не вернулся. Позже его мама, бывший диктор чечено-ингушского телевидения Лидия Индиева, обивала пороги всех инстанций в поисках сына. Но все ее усилия и усилия друзей, коллег и знакомых оказались тщетными. Вне всякого сомнения, в лице Башира Месигова вайнахская культура потеряла нечто большее, чем просто талантливого музыканта. Да, гечтуэлцу. Руслан Цыбеев, его голос помнят многие, родившиеся в период от 70-х до середины 80-х годов. И постарше люди, конечно, его прекрасно помнят, но именно у молодежи он был очень популярен.
Руслан отличался какой-то особой теплотой. Даже я это помню, я, которая была довольно маленькой в те годы. Мне, когда в 1994 году война началась, в конце декабря должно было исполниться 8 лет. Так вот, Руслан, он изливал какое-то вот тепло на своих слушателей через манеру ведения эфира, через подачу музыки. Он оберегал среднего чеченского слушателя от тяжелой рок-музыки. Иногда с извинениями ставил роковый трек, объясняя это тем, что ведь есть же среди нас и такие почитатели. Официальная информация про Руслана Цыбиева. Многие из старших поколений помнят этого талантливого журналиста, диджея и просто замечательного человека. Ушедшая эпоха Грозного ознаменована именем Руслана Цыбиева. Он пропал 14 марта 1995 года в Грозном, когда приехал проведать свой дом. А 31 марта его тело обнаружили во дворе, где он жил, на Алгеч-Туэлтин. Эту песню он пел в своем эфире. Хочу понять, за что тебя люблю. Пускай друзья твердят со всех сторон, что у меня девчонок миллион. Я помню, часто ссорились с тобой. Тот час, когда я провожал домой. Я знаю, ты меня уже не ждешь. И письма, как и мне, другому шлешь. Я фотографию твою с тех пор в душе своей храню. Хочу понять, за что тебя люблю. В середине 80-х уже прошлого века в Чечено-Ингушетии появилось целое поколение артистов, творчество которых на тот момент пользовалось большой популярностью не только в республике, но и за ее пределами. Одним из них стал Ислам Гилгоев, восходящая звезда чеченского рока. Высшим и последним достижением этого самобытного и перспективного певца стала его победа на самом престижном в СССР конкурсе, на всесоюзном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Юрмала-90». Последней эта победа стала потому, что его жизнь оборвалась практически на взлете. Ислам Гилгоев занимался делом, с которым Чечня мало у кого ассоциируется. Он был поп-рокером. Ислам пропал без вести при невыясненных обстоятельствах 31 декабря 1994 года в Грозном. Я иду из пункта А, ты идешь из пункта Б. Я иду навстречу к тебе,
а ты идешь навстречу ко мне. Я не знаю тебя, и ты не знаешь меня. Мы не встречались еще, и наша встреча сюрприз. Твои увидел глаза, и все исчезло вокруг. Достался нам на двоих этот сказочный приз. Ах, как прекрасен миг любви! Ах, хоть чуть-чуть его продлить. Ах, как ты много даришь мне. Я до тебя не знал такого. Это видно в пункте Б. Научили так тебя. В начале сегодняшнего эфира я задалась вопросом, почему же те грозненские парни стали сегодня такой редкостью. Из этих историй мы понимаем, что многие из них погибли, пропали без вести, даже те, кто не имел никакого отношения к войне. Таких историй много осталось за кадром, просто потому, что эти парни не были известными в республике. Ушедшим из жизни парням того поколения сегодня было бы в районе 45-60 лет. А оставшиеся чудом в живых раскиданы сегодня по всему миру. Кто-то из них даже пытается реабилитировать в нашем обществе образ умного, достойного, современного войнаха. У нас свобода всегда была высшей ценностью. Это национальная идеология нахов, во имя которой надо бороться, жить. Причем жить не присмыкаясь, а с гордостью хозяина своих слов и действий. Марш Айлмасир, Адикюэл. Жизнь